Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительная и безупречная работа, достигнутые успехи и профессиональное мастерство. Лучшие из лучших в своих профессиях представлены к высоким наградам. В Инте реализован еще один народный проект. В Центральной библиотеке открывается студия с необычным названием «Чуколь-Муколь». Участвовать и побеждать – это жизненный принцип Интинского общества инвалидов. Команда спортсменов с ограниченными возможностями здоровья завоевала на республиканской спартакиаде 5 медалей. Один раз в год в Инте проходит главная церемония награждения. Руководство Интинского округа чествует горожан, которые без остатка отдают себя выполнению гражданского и профессионального долга. В день рождения Инты в актовом зале городской администрации более 40 интинцев были представлены к высоким наградам. Это своего рода общественное признание лучших, оказание им уважения и внимания. В актовом зале городской администрации учителя, тренеры, методисты, медицинские работники, штукатуры, маляры, монтажники, предприниматели, депутаты, военные, системные администраторы, трактористы, машинисты. Лучшие из лучших приглашены в День города на торжественную церемонию вручения высоких наград федерального, республиканского и местного уровня. Представители законодательной власти, бизнеса, жилищно-коммунальной сферы, войсковой части, социальных учреждений и агропромышленного комплекса удостоены почетных грамот, благодарностей и знаков отличия за заслуги перед Интой. Поздравляю всех вас с днем рождения города. Инта всегда славилась своими жителями. Здесь живут и работают прекрасные специалисты в разных областях. И День города – замечательный повод, чтобы поблагодарить вас за ваш труд, который необходим Инте и интинцам. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, и чтобы все было хорошо. С днем города! Сегодня мы празднуем день рождения нашего любимого города. Кто-то здесь родился, кого-то занесла судьба, но все мы любим наш город всей душой и сердцем. Мы чтим его историю, чтим его культуру. Хочу пожелать нашему городу развития и процветания, а его жителям здоровья и благополучия. С праздниками! Распоряжением президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу благодарностью награждена Людмила Куркина, врач Интинской стоматологической поликлиники. В сфере здравоохранения я работаю с 1971 года. Первые 3 года после окончания работала в участковой больнице. 3 года. Потом приехала в Инту. В 1974 году сюда приехала летом. Вот работаю до сих пор в Инте. Приятно сегодня получить такую высокую награду. Да, очень приятно, что оценили мой труд. Я еще пока этот год дорабатываю, но потом, наверное, все, надо уходить молодым. Пусть работают молодые. На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации за заслуги в сфере образования и добросовестный труд почетную грамоту вручили Светлане Крыловой, учителю-логопеду специальной коррекционной школы номер 43. Несколько интинцев получили ведомственные награды, благодарности и почетные грамоты от Министерства физической культуры и спорта, а также культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Мы перед Днем города внесли очень много предложений по награждению наших сотрудников благодарственными письмами, почетными грамотами, знаком за заслуги перед Интой. И сегодня как раз тот день, когда эти награды найдут своих героев. Сегодня на красной дорожке будет 2 представителя нашего коллектива. Это Ирина Владимировна Зарянова, которая награждена знаком за заслуги перед Интой. Она работает больше 30 лет в Дворце культуры и техники. Очень активный человек, участвует во всех традиционных и новых формах работы, работает методистом. И также будет награжден почетной грамотой Министерства культуры Республики Коми Анатолий Иванович Скиба, который также отработал очень много лет не только во Дворце культуры, но и на телеканале Веста, которого уже нет, в Центре национальных культур и многих других учреждениях города за свою трудовую деятельность. Поэтому я очень рада и горда тем, что наши люди будут награждены сегодня в честь Дня города такими высокими наградами.
За личный вклад и достигнутые успехи в работе на благо граждан муниципального образования городского округа Инта знаки отличия за заслуги перед Интой были вручены 6 интинцам. Среди них представители социальных учреждений и сфер здравоохранения, культуры и образования. Сегодня награждают нашего учителя физики Пакшина Алексея Николаевича. Человека, которого знают в городе, знают в образовании. Лауреат республиканского конкурса «Учитель года». Человек, который много делает для лицея, для образования, проводит конкурс по робототехнике, участвует во всевозможных конкурсах, турнирах, состязаниях. Алексей Николаевич – творческая личность, яркая личность. И мы очень рады, что достоин такой награды. Мы поздравляем Алексея Николаевича, поздравляем весь наш город с праздником, с днем рождения Инта. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, за достигнутые успехи и профессиональное мастерство почетными грамотами и благодарственными письмами городской администрации награждены более 30 интинцев, настоящих профессионалов своего дела. На красную дорожку вышли сотрудники войсковой части, Центра занятости населения, управляющих компаний, Сбербанка, агрокомплекса, аптек, ЦГБ и образовательных организаций. Творческий коллектив Центральной библиотеки строит грандиозные планы и успешно реализует креативные идеи. В культурном учреждении открывается настоящая телестудия для создания собственного медиаконтента. Сотрудники библиотеки намерены проявить себя в качестве фото- и видеооператоров, звукорежиссеров и монтажеров на профессиональном уровне. Интинская библиотека реализовала еще один проект народного бюджета. Теперь на базе учреждения функционирует студия создания медиаконтента «Чуколь-муколь» «Зигзаг». Ни для кого не секрет, что библиотека сегодня – это гораздо больше, чем просто учреждение, выдающее книги. Современный человек ежедневно просматривает просто огромное количество различного контента. И создание собственного медиаконтента для любой библиотеки, идущей в ногу со временем, а мы, естественно, именно такая библиотека – это закономерная ступень развития. Центральная библиотека уже имеет опыт создания собственных краеведческих медиаресурсов, но, конечно же, это не профессиональный уровень в техническом плане. А желание развиваться в данном направлении у нас было, поэтому появилась идея создания студии медиаконтента. Идею реализовали в рамках проекта «Народный бюджет». Это уже не первый наш удачный опыт, инициатива находит поддержку. В 2022 году, благодаря финансированию Министерства национальной политики, мы уже провели литературно-фольклорный фестиваль «Ловья-Кыв». Это первое мероприятие такого формата в нашем городе. А теперь, благодаря Министерству культуры Республики Коми, мы смогли приобрести оборудование для фото, видео, съемки, записи и монтажа на 577 тысяч рублей. Так что теперь оборудование есть, технические возможности есть. Осталось освоить какие-то навыки и обучиться работать с новым оборудованием. Проект был разработан коллективом библиотеки в прошлом году и успешно одобрен общественностью и поддержан республикой. Общая стоимость проекта – 577 300 рублей. В рамках проекта было приобретено современное оборудование, отвечающее всем последним тенденциям. Видеокамера с дополнительным аккумулятором и картой памяти, поп-фильтр для микрофона, акустический экран, комплект постоянного света, компьютер, портативная студия звукозаписи и несколько комплектов звукопоглощающих штор. У Центральной библиотеки потребность в качественной современной технике появилась давно, потому что мы не первый год создаем информационные медиапродукты и контент. Но в пандемию, когда объем цифровых ресурсов и ожидания потребителей от них значительно возросли, мы поняли, что конкуренция очень высока. Предлагаемый пользователю продукт должен быть не только интересным, но и качественным в техническом плане. Вместе с тем стало понятно, что мы не можем продолжать делать контент, используя личные смартфоны, если хотим оставаться актуальными в цифровом пространстве. Проблема была не только в отсутствии видеокамеры. Наши библиотеки компьютеризированы, но для обработки медиафайлов высокого разрешения требуются компьютеры с определенными техническими характеристиками, специализированные программы. И помимо этого для качественной записи нужны микрофоны, звукоизоляционное оборудование. В случае видеосъемки, студийный свет и многое другое. И все это теперь есть в нашей студии создания медиаконтента «Чуколь-муколь».
На сегодняшний день Центральная библиотека реализует ряд проектов по созданию медиаресурсов. Это и подкасты на основе произведений, опубликованных в электронной библиотеке города Инты, и аудиоколлекция «Коми. Народные сказки», приуроченная к столетию Республики Коми, праздничный марафон, литературные чтения, а также многочисленные записи мастер-классов, выставок и творческих встреч. Желая идти в ногу с современными тенденциями, коллектив начал производить видеосъемку своих мероприятий и записывать аудиоматериалы. Однако, не имея под рукой микрофонов, стабилизаторов и штативов, всю запись приходилось вести на личное оборудование сотрудников, технические характеристики которого не позволяли получить материал высокого качества. Новое оборудование позволит нам развивать уже имеющиеся ресурсы. Это подкаст на основе произведений интинских авторов, аудиоколлекция «Коми. Народные сказки», видеообзоры «Я литература», «Сокровища книжных полок» и «Ура. Новинка», направленные на знакомство читателей с книжным фондом библиотеки. Видеозапись различных литературных проектов, образовательных материалов, записи мастер-классов, выставок и творческих встреч. Также мы стараемся снимать на видео наши традиционные мероприятия, это литературные вечера, квартирники, регулярно проходящие в библиотеке. И теперь наш библиотечный архив будет пополняться видеозаписями высокого качества. Конечно, много предстоит освоить, но сейчас существует масса образовательных ресурсов, в том числе и доступных для самообразования. И мы уже начали осваивать их. Помещение студии в течение лета сотрудники кропотливо подготавливали. Кое-где провели мелкий косметический ремонт, что-то подкрасили и освежили. Девушки своими руками отреставрировали старую мебель, подарив ей новую жизнь. В дополнение здесь разместили существующие в учреждении коллекцию фото, видео и музыкального оборудования советской эпохи. Винтажные проигрыватели пластинок, фотоаппараты и видеокамеры времен СССР стали экспонатами ретро-музея. Конечно, с новыми возможностями появляются новые планы, ведь наша студия может использоваться не только для создания библиотечных ресурсов. Обучившись сами, мы сможем проводить мастер-классы по съемке и монтажу, помогать пользователям с созданием собственного контента, проводить уроки медиаграмотности. Также у нас появилась идея создать что-то наподобие ретро-музея. Библиотека сумела собрать небольшую коллекцию звукового оборудования разных лет, а также фотоаппаратов и видеокамер. Ощутить прикосновение истории на контрасте с самой современной аппаратурой – это очень интересный опыт, который мы хотим поделиться с нашими пользователями. Студию посетил министр национальной политики Республики Коми Роман Носков, находясь с рабочим визитом в Инте. Специалисты библиотеки поделились, наличие современного технического инструментария для учреждения стало реальной необходимостью, способной повысить качество обслуживания пользователей, нежели просто прихотью. Мы испытали эту потребность создавать хорошие медиапродукты, потому что потребитель заинтересован в этом. И наши читатели, и интинцы, и те, кто живут за пределами нашего города. Но реализовать никак не могли, потому что мы действительно снимали все на свою технику, монтировали на коленке, условно говоря. И вот решили создать такую студию. Вот сегодня мы вам готовы ее презентовать. Познакомившись с проектом, министр остался доволен результатом. По его мнению, создание такой студии на базе библиотеки – отличная идея, которая в условиях цифровизации позволит вывести наиболее востребованные информационные ресурсы библиотеки на качественно новый уровень. А это значит, главная цель учреждения – сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению будет достигнута. В Инту доставят мощи преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых православными святых. Ковчег пробудет в храме Святой Троицы один день. Для прихожан это большой праздник. По свидетельству верующих, мощи Серафима обладают чудодейственной силой. Ковчег с частичками мощей прибудет в Инту в субботу, 8 октября, поклониться Серафиму Саровскому и приложиться к святыне смогут все желающие в храме Святой Троицы. Реликвия будет находиться в церкви с 9 до 20 часов 30 минут. Как правило, к Серафиму Саровскому обращаются за помощью в исцелении от тяжких недугов. Его просят о восстановлении душевного равновесия и покоя, о наставлении на путь истины, о силах справиться с отчаянием и гордыней. Молодым девушкам, искренне читающим молитву, Серафим помогает создать прочные отношения, удачно выйти замуж, изменить личную жизнь к лучшему. А тем, кто уже связан семейными узами, помогает укрепить любовь и наладить отношения. Святой помогает в торговых делах и бизнесе, однако поддержку получают лишь те, кто в стремлении к личному обогащению не забывает о благотворительности и помощи нуждающимся.
Напомним, Серафим Саровский является великим подвижником русской церкви и считается одним из наиболее почитаемых монахов в истории РПЦ. При жизни святой был очень любящим старцем, и он слушает молитвы даже после своей смерти. Подведены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям Республики Коми за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. В Сыктывкаре во время торжественного концерта, посвященного Дню учителя, были объявлены имена победителей. Среди них учитель французского и английского языков гимназии номер 2 Анна Косолапова. Анна Сергеевна Косолапова – выпускница французской гимназии, золотая медалистка. Она всегда знала, что хочет связать свою жизнь с иностранными языками. Получив высшее образование, Анна Сергеевна вернулась в родной город и любимую гимназию, став молодым учителем. Сегодня на ее счету уже немало побед в соревнованиях профессионального мастерства. Я считаю, что это высокая оценка, потому что все-таки, как было указано в конкурсе, это лучшие учителя в за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. Конечно, это приятно. Еще более было приятно поехать в Сыктывкар на вручение именно этой премии из рук Натальи Владимировны Якимовой. И она, когда пожимала мне руку, сказала: ждем дальнейшего участия в федеральном уровне данного конкурса. То есть, возможно, я еще буду пробовать себя в этом конкурсе. Там можно, но не на следующий год, а уже по истечении нескольких лет, когда будут уже достижения в различных тоже и конкурсах, и детские достижения, и в олимпиадах, и все, что будет по критериям требоваться. В прошлом году Анна Сергеевна стала победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2021». Педагог представляла Инту на республиканском этапе. В этом же году девушка стала призером муниципального конкурса внеурочных мероприятий. В этом году, в 2022 в апреле, мы с моим наставником участвовали в конкурсе наставников и молодых специалистов. Тоже прошли заочный этап и нас пригласили на участие в очном олимпиаде, в очном этапе в Сыктывкаре. Там мы заняли с ней 2-е место, диплом 2-й степени. Конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности проходил летом. Конкурсная комиссия провела экспертизу конкурсных материалов учителей из 8 муниципальных районов и городов Республики Коми. Работа сама в себе заключала работу по различным критериям, то есть нужно было и успеваемость детей отразить, и участие в конкурсах в различных этапах, также участие детей в олимпиадах, участие детей в конкурсах, плюс уровень самообразования учителя, то есть это постоянное самосовершенствование, прохождение курсов повышения квалификации и указание на экспертную деятельность. То есть портфолио собиралось по данным критериям, затем я его отвезла в Сыктывкар, оно проходило 1-ю экспертную комиссию, чтобы соответствовать на все заявленные требования, и затем уже жюри, компетентное жюри, оно оценивало всю работу в целом, и благодаря их оценке у меня получилась победа на республиканском этапе. На основании результатов проведенной экспертизы был сформирован рейтинг участников конкурса, согласно которому на 6 первых позициях расположились учителя-победители конкурса федерального уровня, с 7 по 12 места в рейтинге – победители конкурса республиканского уровня. Победителям федерального уровня выплачивается денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей за счет средств субсидий из бюджета Российской Федерации. Победителям конкурса регионального уровня денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей за счет средств субсидий из бюджета Республики Коми. Интинцы с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в большой спартакиаде по разным видам спорта. С 15 по 20 сентября в Сыктывкаре проходил фестиваль инвалидов в зачет 10-й круглогодичной спартакиады спортсменов с инвалидностью среди муниципальных образований Республики Коми. Команда Приполярья достойно выступила на соревнованиях и домой вернулась с многочисленными медалями и грамотами. Люди с ограниченными возможностями стараются участвовать во всех соревнованиях, которые проходят для них.
Перед выездом они усердно тренируются. Занятия идут в спортивной школе «Интинская» несколько раз в неделю. У команды есть свой тренер, который настраивает спортсменов на победу и дает им ценные советы. Тренируемся здесь на ФОКе 2 раза в неделю, среда, пятница. По 2 часа там выбираем вид спорта, по ситуации, который ближе соревнования будут, по этому виду его и тренируем. Плюс час бассейна в день. Получается 2 часа в неделю бассейна. Времени на подготовку было очень мало. Мы начали готовиться с 1 сентября, с открытия сезона. А выезжать уже надо было 15 числа, то есть из Инты. То есть у нас буквально было 5-6 тренировок. Готовились в основном по дартсу. Александр Macedonский достаточно опытный шахматист. Он занимается этим видом спорта с 12 лет. 4 октября мужчина отмечал День города вместе со своим днем рождения. Ему исполнилось 37 лет. 25 из них Александр посвятил шахматам и уже не представляет себя без этой по-настоящему королевской игры. А соперников было очень много, 48 участников. Вошел я в 5 самых сильнейших шахматистов. Из всех меня готовил только Зорин Тимур Александрович. Он самый хороший учитель на свете. Он закончил школу и институт в красном дипломе. На фестивале в зачет 10-й круглогодичной спартакиады спортсменов с инвалидностью среди муниципальных образований Республики Коми интинцы завоевали 5 медалей, 3 золотые и 2 серебряные. В таких видах спорта, как дартс, армрестлинг и легкая атлетика. Мы ездили на соревнования в команде 4 человека, 2 женщины и 2 мужчин. У нас было 2 Галины и 2 Александра. Съездили успешно, потому что приехали с медалями, участвовали в армрестлинге. В армрестлинге у нас участвовала 1 женщина, 1 мужчина. По армрестлингу у меня Алексеева Галина, 1 место, золото. У мужчины по армрестлингу 2, Александр Щека занял место. По дартсу у нас 2 человек. Щека занял по дартсу у него 1 место, и у Галины 1 место. И еще по бегу. По бегу у нас участвовал 1 человек. Это Саша Щека, он привез нам по бегу 2 место. И получается 4 медали мы привезли, 5 медалей мы привезли. Интинская организация инвалидов работает с 1990 года. Люди с ограниченными возможностями здоровья стараются вести активный образ жизни, участвовать в различных мероприятиях как на городском, так и республиканском уровне. Мы занимаемся всеми видами спорта. И несмотря на свои болячки, мы про них забываем, когда мы находимся в бассейне, в тренажерном зале, где у нас шикарно можно позаниматься и заняться любым видом спорта. Члены общества инвалидов усердно тренируются перед любыми соревнованиями и турнирами. Они верят в свои силы и всегда занимают призовые места. Когда ездишь на республиканские соревнования, слабых соперников вообще в принципе не бывает. Было нелегко. Было очень тяжело, я бы даже сказал, но наши ребята очень сильны духом, поэтому, скорее всего, наверное, только из-за этого мы тренировки и сила духа помогли нам завоевать эти медали. Участвовать и побеждать – это жизненный принцип интинской команды общества инвалидов. Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, ее участники не отчаиваются. Говорят, инвалидность – это состояние тела, но не души. Поэтому очень часто люди с ограниченными возможностями могут достичь большего, чем совершенно здоровые. У меня общее заболевание, я готовилась, я купила домой дартс, сейчас я уже купила профессиональный дартс. Наверное, самое главное – это борьба, это убрать свой страх. Я участвовала в армрестлинге 2 года назад, я сломала в Инте руку, многочисленный перелом, потеряла сознание. И я поборола свой страх, я пошла бороться. Этот страх переселить. Дартс кидать – это тоже болевая еще остается симптом. Перебороть страх болезни, тех проблем, которые были, просто нужно перебороть. И тренироваться. Тренируюсь дома, в коридоре. Купила коврик, купила дартс, уже профессиональные, дротики, профессиональные отдельно. И мы тут приходим, тренируемся. По плаванию сейчас тоже готовимся. Хотя по бегу меня не допустили из-за травмы ноги. Но я думаю, что то, что я продолжаю ходить, бегать,
Вот это тоже многие делают, и я думаю, что мы побежим в следующий раз, допустят нас больше к бегу. Вот. А так, вот не бойтесь, идите, вот, несмотря на свои болячки, не на возраст. Живите полной жизнью, проживая каждый день, каждый час, и тогда вы придете к победе. Интинцы с ограниченными возможностями здоровья ежедневно проявляют характер и огромную силу воли. Они не унывают и не падают духом, верят в свои силы, ставят перед собой новые задачи и добиваются намеченной цели. Центр национальных культур, который в этом году отмечает юбилейную дату, проводит огромное количество массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов. Благодаря тесному сотрудничеству Дома дружбы народов со всеми образовательными организациями Инты, самые юные жители округа знают национальные обычаи и традиции разных народов мира. Приобщение интинской детворы к культурным ценностям и знакомство младших школьников с традициями разных народов, проживающих в нашей многонациональной республике, одно из основных направлений деятельности Центра национальных культур. Увлекательные, познавательные и веселые игровые программы проводятся на базе учреждения с заметной регулярностью. Это у нас новая игровая программа, называется «Игры Севера». Также у нас, помимо нашей игры, еще проходят национальные игры. Это башкирские, украинские, коми, русские, марийские. Это проводится уже более на улице, потому что они более подвижные, уже здесь их не проведешь. А эта игра, она вот расположена на то, что вот дети немножко, до 5 класса они играют у нас. Им интересно, их заводят. Современные дети по разным причинам посвящают активным подвижным играм гораздо меньше времени, чем их ровесники еще поколения назад. Многие даже никогда не слышали про такие игры, как жмурки или салки. Но малыши, которых знакомят с этими играми, приходят от них в восторг. Ведь это возможность сделать то, что они обожают – бегать, кричать, веселиться. Ручки на пояс! Вокруг себя повернуть. Еще раз. Давайте выйдем из этого ручья. А мы не можем из этого ручья выйти. Аккуратно, аккуратно. Никто не толкается. Ребята с огромным азартом и весельем соревновались в скорости реакции, меткости, сноровке, тренировали свое внимание и мышление. На время состязаний они побывали и рыбаками, вытягивая неводом рыбу, и охотниками, и пастухами-оленеводами, которые арканят животных. О, следующий. Картинку складываем. Так. О, рыба сама к тебе приплыла. Перевозили же еду, товары, чтобы в снег не упало, не утонуло, не намочилось зерно, поэтому должны быть аккуратными, чтобы не остались так далеко в тундре без еды, без продуктов. Вы только представьте, вы переходите речку, а на голове у вас корзина с едой. Если она упадет, то все. Голодные останетесь. А больше некому привезти. Да. Ну, на старт. Понятно? Раз, два, три. Сюда ко мне. Так, назад. Соседки отдавай. Соседки отдавай. Проводим мы их с 1 сентября уже, как только начался школьный сезон. И приглашаем детей провести свой досуг, свой послеобеденный уже перерыв с нами. Весело и сладко. Коллектив Центра национальных культур имеет в своей копилке множество разнообразных игровых программ, тематических и увлекательных викторин, веселых и зажигательных мероприятий, которые придутся по душе каждому малышу. Специалисты ждут в гости ребят всех образовательных учреждений Инты. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.